Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Рады приветствовать вас всех в информационном агентстве «Татаринформ». Сегодня у нас очень интересный гость Скотт Риттер, известный независимый военный и политический эксперт в области международных отношений, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов и бывший инспектор Организации Объединенных Наций по разоружению. Он широко известен и в России, и в мире, в частности, российской зрительской аудитории. Часто выступает с политическими обзорами и комментариями по актуальным вопросам политической повестки дня. И сейчас господин Риттер совершает тур по российским городам. Сегодня он у нас в Казани. И представляет книгу «Гонка разоружения», которая посвящена комплексу вопросов, которые были связаны с вопросами разоружения и контроля ядерного оружия, и рассказывает о своем, вспоминает о своей работе в Советском Союзе и в России. Коллеги, прежде чем предоставить ему слово, я напоминаю также и нашим участникам, которые участвуют онлайн, у вас есть возможность задать вопросы по номеру +7 927 037 91. Здесь тоже, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Но мы сейчас представляем слово господину Риттеру. Пожалуйста, расскажите, каковы причины написания этой книги, побудительные мотивы, сказать, на кого она ориентирована, о чем эта книга? Пожалуйста. Hello. It works. First of all, thank you very much for coming today. It's an honor and a privilege to have an opportunity to speak with you. В первую очередь хочу сказать спасибо за то, что вы пришли. Слышно? В первую очередь хочу сказать вам спасибо за то, что вы пришли. Это огромная привилегия для меня разговаривать с вами сегодня. This book is a project that's been percolating for about 35 years. Проект этой книги задумывался, наверное, в течение 45 лет, на самом деле. But I wasn't able to start writing it until 2019. Но так получилось, что написать я ее смог не ранее, чем в 2019 году, начать писать. That was the year that American President Donald Trump withdrew from the Intermediate Nuclear Forces Treaty. Когда закончился разговор о том, что происходит различные отступления от договора о разоружении о ядерном оружии. And then Russia followed suit. Then Russia also pulled out of the treaty. Да, и когда Россия тоже вступила в этот договор. Since there was no more treaty, I was free to write the book. Ну и поскольку договор уже не существует, я теперь могу написать эту книгу. To be honest, when I first started writing the book, I had a very limited audience in mind. И когда я начинала писать эту книгу, это была ограниченная аудитория, которую я имел в виду. You see, this book is about a unique time in history. И эта книга об особом времени в истории. A unique time in my life. Эта книга связана с жизнью, со временем моей жизни. And to be honest, this treaty that this book talks about, if it weren't for this treaty, На самом деле, если быть честным, договор, о котором говорит эта книга, это договор, который имеет огромное значение в моей жизни. none of us here would be alive today. Nobody here would be alive today if it weren't for that И treaty. если бы не было этого договора, наверное, сегодня никто из нас не был бы в живых. And I'm not exaggerating. This treaty helped prevent a nuclear war between the United States and the Soviet Union. Этот договор предотвратил ядерную войну между США и Советским Союзом. And yet today, hardly anybody knows about this treaty. И сегодня даже, наверное, не всякий знает об этом договоре. I can say that my family didn't know about this treaty. И я должен сказать, даже члены моей семьи о нем не знали. My friends didn't know about this treaty. Мои друзья о нем не знали. And so I wrote this book for them.
Поэтому я написала эту книгу для них, to set down in writing the history of the most important time of my life. чтобы дать им представление об истории того времени, которое было самым важным в моей жизни. I started the book in 2019. I finished it in 2022. И я начал писать эту книгу в 2019 году и закончил в 2022. By the time the book was finished, the world had changed. Но к тому моменту, как я закончил книгу, мир изменился. The United States and Russia are once again in a Cold War-like situation. И США и Россия сейчас снова вступили в такую пору, напоминающую холодную войну. And people were saying they have never seen relations between our two nations so bad. И очень многие сейчас понимают, что нужно понять причину, почему отношения между нашими народами сейчас так плохи. And I thought to myself, no, there was a time when the relations were worse. Но я сказал сам себе, нет, на самом деле было время, когда эти отношения были хуже. In the 1980s, right before this treaty was signed. На самом деле это было в 90-е годы прошлого века, когда речь шла вот как раз об этом договоре. The relations between our two nations were the worst they've ever been. И, наверное, отношения между нашими народами в то время были хуже, чем когда-либо. We called you the evil empire, and you called us enemy number one. И мы называли друг друга, мы вас, а вы нас называли врагом номер один. We almost went to nuclear war at least twice. И речь шла о том, что мы стоим на грани ядерной войны. And just to underscore how serious it was back then, I spent 5 years of my life doing nothing but training how to kill Russian soldiers. И если честно, я должен вам сказать, что 5 лет моей жизни я провела в том состоянии, что нет цели важнее, чем убить как можно больше русских солдат. So things were pretty bad. И вы понимаете, как это отвратительно. And then we signed this treaty. И если бы это продолжалось, договор не был бы подписан. And instead of training to kill Russian soldiers, they sent me to the Soviet Union to learn to work together with the Russian people. И вместо того, чтобы убивать русских солдат, я был отправлен в Россию, чтобы попробовать работать вместе с русскими. And over the course of 2 years, I learned to stop wanting to kill Russians and instead learn to like Russians. И мне понадобилось 2 года для того, чтобы перейти от желания убивать всех русских к желанию понять всех русских. And this book is the story of that transition, that transformation. И эта книга представляет собой как раз историю вот этого преобразования, этого перехода. And so when people say they've never seen relations so bad and they don't know how we're going to get out of this situation. И сейчас люди говорят, что вот, отношения никогда не были такими плохими и не видят выхода из этой ситуации. I say, read my book, because this is an example of how we did just that back then. И я отвечаю на это: прочитайте мою книгу, и, возможно, вы поймете, где можно найти выход, потому что тогда мы его нашли. And if we could do it once, there's no reason why we can't do it twice. Конечно, это надо было сделать однажды. Я не знаю, почему нам приходится это делать дважды. So I thought it was important to get this book out to as many American people as possible. И я считаю, что очень важно, чтобы эта книга была прочитана как можно большим количеством и американцев, Because they had forgotten about this treaty. потому что они тоже забыли про этот договор. But you know who else had forgotten about the treaty? И, как вы считаете, вы тоже забыли про договор о ядерном разоружении? You, the Вы. Russian people. Русские. And so this book had to be published in Russia as well. Поэтому я представляю эту книгу и в России. Because you think that relations are bad between the United States and Russia as well. Потому что здесь, в России, вы тоже считаете, что сейчас отношения между Россией и Соединенными Штатами плохие. And you're wondering, how can we possibly repair these relations? И вы могли бы принять участие в том, чтобы исправить эти отношения, улучшить.
And this book is the story of just how we can do that because we did it once before. И эта книга как раз представляет собой историю о том, как мы можем это сделать, потому что однажды мы это уже сделали. So I'm eternally grateful for Alexander Zuryanov of the Investment Development Agency of Novosibirsk and for everybody who's helped bring me to Russia to have an opportunity to present this book to you. И именно поэтому я обратился с просьбой ко всем, от кого это зависит, там, побывать в разных местах и отправить меня именно в Россию, чтобы я мог представить свою книгу вам. And I thank you for coming, and I'm prepared to take any questions you might have. Большое спасибо, что вы пришли, и я готов ответить на любые ваши вопросы. Спасибо большое, господин Риттер. Сейчас мы переходим к вопросам. Прежде чем предоставить слово, предоставить возможность задать вопросы из зала. Господин Риттер, вопрос. Вы сказали о том, что вот рецепт решения пути выхода в этой ситуации, скажем так, когда отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки находятся на, скажем так, мягко, не самой высокой точке. Тем не менее, тем людям, которые еще не успели прочитать книгу, как вы видите основные пути совместного движения мирового сообщества и России и Соединенных Штатов по снижению напряженности? Back in the 1980s, we Americans were afraid of Russia. В 90-е годы, чтобы вы понимали, мы, американцы, боялись Россию. We didn't understand Russia. Мы ее не понимали. One of the things that this treaty did is it forced us to work together as colleagues. И вот самое главное достижение, пожалуй, этого договора о разоружении, оно состояло в том, чтобы мы научились работать вместе как коллеги. And when you work side by side with somebody over the course of 2 years, И мы работали плечом к плечу в течение 2 лет. you learn about them, their family, their friends. Мы узнавали их семьи, их друзей. You learn about their city, their region, their country. Мы также знакомились с городом, регионом, со всей страной. You learn about their language, their culture, their religion, their soul. И мы знакомились с их языком, с их культурой, с их религией и с их душой. And once you learn that, how can you not be friends? И без изучения такого взаимного не получится быть друзьями. So the key is getting Americans and Russians to meet together and learn about each other. Поэтому я считаю, что ключевым для решения вот этой проблемы отношений является попытка как-то обеспечить встречу между русскими и американцами с тем, чтобы они познакомились друг с другом, чтобы они попытались друг друга понять. As I said, that process took a Marine who was solely focused on killing Russians and turned him into somebody who wanted to be friends with Russians. Как вы понимаете, я уже сказала об этом, я сам прошел путь человека, который много лет хотел убивать русских, к человеку, который хотел подружиться с русскими. Now, we can do this through new arms control, or we can do this through economic cooperation, or we can do this simply by having people meet with people. И мы все это можем осуществить, если мы будем пытаться снова работать над вопросами разоружения, мы будем пытаться налаживать экономические связи, и мы просто будем пытаться общаться друг с другом, люди с людьми. In America, we have a huge problem, which we call Russophobia. У нас в Америке сейчас есть серьезная, огромная проблема, которая называется русофобия. We are afraid of Russia. Мы боимся Россию. But the reason we're afraid of Russia is that we're ignorant about Russia. Но почему мы ее боимся? Причина этого состоит в том, что мы ничего не знаем про Россию, на самом деле. So the best vaccine for this disease is to learn about Russia. И единственное надежное лекарство от этой болезни – это узнать Россию. Which is one of the reasons why I'm here. Собственно, поэтому это одна из причин, почему я здесь. I'm meeting with you, I'm meeting with the people of Kazan, I'm meeting with the people of Russia, and I'm learning new experiences. I'm learning about you, about your culture, about your religion, about your soul.
И я снова знакомлюсь с Россией, я снова знакомлюсь, ну, конкретно с Казанью, с ее людьми. Я изучаю вашу религию, я изучаю вашу культуру, я изучаю вашу душу. And then I'm going to go back to America and I'm going to meet with my fellow Americans and talk to them about Russia. И, конечно, когда я вернусь в Америку, я буду общаться со своими соотечественниками, и я буду говорить с ними о России. It's the first step in a long journey, but it's a journey we have to take because the consequences of not taking this journey are severe. И, конечно, это будет очень длинное путешествие от вражды к миру, но мы обязательно должны это путешествие совершить, потому что если мы не начнем его, то последствия могут быть страшными. Thank you so much. Спасибо. Спасибо. Это будет нужно пройти. Пожалуйста, мы переходим к вопросам. Татар-Информ, пожалуйста. Добрый день, Арсений Каримов, Татар-Информ. Вот хочется все-таки немножечко поподробнее о том, как в книге описан сам договор, какие-то детали работы и так далее, чтобы примерно понимать, как это все происходило и что именно, какие подробности вы вложили в эту книгу. Of course. Конечно. I think we need to understand that the treaty dealt with two classes of weapons, intermediate range nuclear missiles and short range nuclear missiles. В первую очередь нам нужно понимать, что в договоре речь шла о разоружении в отношении двух видов ракет. Ракеты средней дальности и ракеты ближней дальности. These weapons had been introduced by both the Soviet Union and the United States into Europe, and they destabilized the security situation in Europe. И тот, и другой виды ракет были установлены и Советским Союзом, и США в Европе. И они способствовали, конечно, дестабилизации, то есть все вокруг боялись этого. For instance, the Soviet SS-20 Pioneer missile had 3 nuclear warheads. It was mobile, so we couldn't destroy it, and it could destroy all of Europe. Например, одна из ракет советских, я прошу прощения, я не очень в них разбираюсь, но она имела 3 боеголовки, и она могла уничтожить всю Европу, если ее запустить. Our Pershing II missile, once launched, could hit Moscow within 12 minutes. И с другой стороны, ракета США, которая могла за 20 минут достичь Москвы. And Тоже 12 minutes существовало. doesn't give anybody any chance to make any decisions about Извините, whether it's an 12 минут. accident or not. 12 минут – это просто совсем ни о чем, то есть никто не успеет ничего предпринять. So the decision was made to get rid of these weapons. И было принято решение попытаться совершить вот отказ от этого вооружения, In order to prevent a nuclear war. чтобы воспрепятствовать началу ядерной войны. But how do you do this? Но как это сделать? Ronald Reagan borrowed a Russian proverb, I think, "Dovra no povra," trust but verify. Dovra no povra. Да, доверяй, но проверяй, да. И следуя вот этой поговорке, Trust but verify. That means we trust that you want to get rid of these weapons, but we're going to verify that you did that. ну и, конечно, вот следуя этой поговорке, мы доверяли вам в том, что вы планируете уничтожить это оружие, но тем не менее мы должны были убедиться в этом лично, то есть утвердиться в том, что вы это сделали. This meant that we had to do something different than previous arms control treaties. We had to introduce human inspectors into the mix. И вот как раз чем этот договор отличался от всех предшествующих, что было принято решение направить людей, не просто обсуждать, да, кто что сделал, а прямо направить людей, которые на месте посмотрят, что делается. This had never been done before. Этого не делалось раньше никогда. The Soviets didn't want to do it, and the Americans didn't want to do it. Никто не хотел этого, собственно, делать, то есть никто не хотел пускать кого-то, американцы русских, а русские американцев на территорию, вот, где хранится вооружение. Because we assumed anybody that was coming over was just going to be a spy. Естественно, все мы предполагали с обеих сторон, что тот, кто приходит с другой стороны, он шпион, возможно. But there was no way to verify
the implementation of this treaty without human beings on the ground ensuring that it was being done right. Однако не было просто другого пути, и убедиться в том, что договор выполняется, исполняется на месте, можно было только направив соответствующих людей, инспекторов. Now, there were several kinds of inspections. Well, the first is what we call the baseline inspection, in which both sides declare everything that they have in the treaty, and the other side verifies that that declaration is accurate. Ну и в первую очередь, как бы первая линия инспекции состояла в том, что просто все убеждались взаимно в том, что вот то, что указано в договоре, оно действительно существует, оно есть. The second inspection is the elimination inspection. That's where we start destroying the weapons. И второй уровень инспекции – это уже инспекция, которая проверяет уничтожение оружия. То есть действительно убедиться, что оно физически уничтожено. The third type is what we call a closeout inspection, where we go to a base where everything had been destroyed and just confirm that there was nothing left. И на этом уровне инспектор должен был убедиться, что оружие полностью не просто обезврежено, что оно полностью уничтожено, деструктурировано и что не осталось никаких элементов. And the last kind of inspection is the short notice inspection. Once everything's been destroyed, each side could carry out a certain number of no notice inspections just to make sure that nobody was cheating, just to go to a site to make sure that nobody had put new missiles in, etc. И еще третий уровень инспекции состоял в том, что мы должны были проверить, что после того, как что-то было уничтожено, не придумали ли ему какую-то замену, не заменили ли просто чем-то другим, и снова оружие есть. Да? То есть вот это уже самый крайний уровень инспекции. This book isn't about those inspections. Но на самом деле книга не об этих инспекциях. This book is about an inspection that nobody thought would ever happen. Это вообще книга не о проверках, это книга о том, то есть о том, как проходили проверки, книга посвящена не этому. 1 month before the treaty was supposed to be signed between Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev, За месяц до того, как предполагалось подписать договор сторонами Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, the Russians realized that the first stage of the SS-25 intercontinental ballistic missile produced at Vodkinsk was the exact stage used for the SS-20 missile that was being eliminated. вдруг российскую сторону осенило, что вот придется действительно уничтожить там 20 или сколько-то ракет. То есть вдруг осознали, что вот действительно придется отказаться от этого оружия. And suddenly we had to find a way to ensure that the missiles they were allowed to produce weren't being used as a cover to produce prohibited missiles. И нам нужно было убедиться, что все понимают, что ракеты, которые предполагается уничтожить, они не будут восстановлены, что их не будет вообще. So suddenly we had to put 30 Americans outside of a top secret Soviet missile factory to build a monitoring facility, to surround the facility and to check the missiles coming out. И можете себе представить ситуацию, когда на очень-очень секретные объекты вдруг направляются американцы, которые находятся внутри объекта, вокруг объекта и следят за тем, что происходит с вооружением. Nobody knew how to do that. Никто не знал вообще, как это делать, то есть как вообще их допустить. So they wrote it up very vaguely in the treaty. В этот момент, конечно, были сомнения в том, что договор вообще будет подписан. And then they sent us to Russia and said, get it done. Но все-таки направили в российскую сторону и решили, что все-таки это должно быть сделано. So when I say that we had to work together with our Soviet colleagues to accomplish an impossible mission, I mean just that. Americans and Soviets together had to work to do something that nobody had any idea how to do. И вот как раз то, о чем я говорил, что нам приходилось вместе вырабатывать какие-то пути решения возникающих проблем этого объекта российского. Это тоже достаточно сумасшедшая идея была, так сказать. But we got the job done. Но нам нужно было это сделать. And this book is the story of one of the greatest successes in arms control history because we accomplished something that nobody thought we could do. Nobody believed we could do this. И мы это сделали. И вот эта книга, она как раз содержит историю о том, как удалось сделать то,
что не могли и не думали, что смогут люди сделать. but we did it. Но мы сделали это. Спасибо большое. У вас был вопрос, да? Thank you. Пожалуйста. Да. Добрый день, Скотт. У меня несколько вопросов, они разные. Вот вы не раз сказали в своей речи, что вы перешли от состояния убивать каждого русского до принятия. И когда произошел вот такой перелом, и также сказали, что вы боитесь Россию, потому что ее не знаете. Ну, например, если взять нас, у нас уже в средней общеобразовательной школе изучают мировую историю, у нас есть представление и о культуре, о жизни, о истории европейских стран, Америки. Ну, вот. И что подразумеваете, говоря то, что вы ничего не знаете о России? Вот у меня потом еще и дальше будут вопросы, пока вот эти два. When was the break, transition, and the second is Okay. About education, Что касается образования сначала. there's a saying, know your enemy as yourself, and you'll be able to defeat them. Нас учили так: узнай своего врага как самого себя, тогда ты сможешь его победить. Before I went to Russia, I studied Russian history in college. Конечно, до того, как я оказался в России, я тоже изучала и российскую культуру, и российскую историю. I took 2 years of Russian language. И я даже немножко пытался говорить по-русски. I studied Russian literature. Я изучал русскую литературу, I studied Russian economy. экономику. I studied about the Russian people. И я даже изучал самих людей, ну, пытался узнать самих людей тоже. But I wasn't studying them to get to know them. Но я все это изучал не для того, чтобы узнать их, As people, как людей, как народ. I was studying to get to know them as the enemy. И я просто хотел быть в курсе о том, каков мой враг. And that's two different mindsets. Понимаете, то есть это разные совершенно наборы понятий. Да? Одно дело узнавать человека как человека, другое дело узнавать человека как врага. So all of the accumulation of knowledge that I had, which was considerable, То есть все знания, которые я получал, они как бы были направлены на неприятие при этом. was being shaped to fit a preconceived notion of who the Russian people were. И все знания, которые я получал, они были, как бы они укладывались в матрицу заранее подготовленную о том, какие русские, а они плохие должны были быть. See, I had already concluded that you were my enemy even before I started studying. То есть прежде чем я начал изучать русских, я уже считал их врагами. So everything I learned just was used to build up an image of my enemy. И все, что я потом изучал, это было только для того, чтобы лучше понять, что из себя представляет мой враг. And if you talk to any professional soldier, when you prepare to fight an enemy, the last thing you do is humanize them. You dehumanize them. И если вы будете общаться с любым профессиональным военным, солдатом, вы узнаете, что главная цель всегда при изучении врага – это дегуманизировать его, перестать считать его человеком. So I had dehumanized the Russian people in my mind. И я в голове, в своем разуме старался именно это проделать с россиянами, да, то есть считать их демонами, не людьми. And so when I arrived in Russia to implement the inspections, И вот когда в рамках этих проверок, этих инспекций я приехал в Россию, I viewed everybody with suspicion. я всех подозревал, все мне казались подозрительными. I assumed they felt the same way about me as I felt about them. И это было взаимно. То есть люди, с которыми я общался, подозревали меня, а я их. But as I said, when I showed up at the factory for the first time, all there was an empty field, just an empty field. И когда мы, как я уже говорил, когда мы там оказались первый раз, это было вот большое такое пустое поле. And a Soviet gentleman was standing next to me looking at the same empty field.
И россияне, ну, представители советской страны, они также со своей стороны как бы смотрели вот на пустое поле. And we looked at each other and said, well, I guess we got to get to work. И мы смотрели друг на друга и думали, а как нам вообще, как с этим справляться? Что нам сделать, чтобы выполнить свои задачи? And you don't work well with your enemy. И, конечно, если ты воспринимаешь того, с кем вместе ты это пытаешься делать, как врага, это не сработает. You can't work with people you don't view as humans. И мне пришлось гуманизировать людей обратно. So it began a process of breaking down these barriers that we had constructed, separating each other. И я представил себе, как устроено все. Я стал изучать уже не с точки зрения «изучи своего врага», а с точки зрения «пойми человека, который рядом с тобой». But I think in the book I talk about the one moment where I suddenly woke up. И в книге я говорю о том, что произошло моментальное, это по первому вопросу, да, по перелому, произошло какое-то моментальное озарение. Раз и переключился. It was New Year's on 1988, New Year's Eve. Это был новогодний вечер 1998 года. And a Soviet engineer who had spent his life building missiles that were intended to destroy my country. И рядом был советский инженер, который всю свою жизнь посвятил строительству ракет, предназначенных для того, чтобы уничтожить мою страну. Invited me, a Marine who had spent the last 5 years learning to kill his fellow Russians, Он пригласил меня, морпеха, который вообще-то был призван для того, чтобы убивать русских, into his home к себе домой for New Year's Eve. на Новый год. He introduced me to his family. И он познакомил меня со своей семьей, He introduced me to his neighbors. своими соседями. We had a meal. Мы кушали, We told stories. мы рассказывали какие-то истории, We laughed. смеялись, We cried. плакали. We learned that we're just as human as each other. We're the same people. И мы поняли, наконец, что мы одинаковые люди, в том смысле, что и они люди, и мы люди, да, то есть мы взаимно поняли, что мы люди, а не демоны. And by the end of the night, when he walked me and the other inspectors to the city square where they had the giant New Year's tree, И потом ночью они меня повели вот где наряжается новогодняя елка, and the entire town was there, и я увидела, что весь город был там, городская елка имеется в виду. sharing life with each other, sharing love with each И other. я увидела, что люди, как бы делятся своей любовью, своей жизнью друг с другом. I said to myself, I don't want to kill these people. И тогда я себе сказала, что я не хочу убивать этих людей. I want to be their friends, Я хочу с ними дружить. like that. Вот щелчком. Second question. Еще вопрос. Пожалуйста, вы хотели вопрос, да? Задайте, пожалуйста. Максим Кириллов, Бизнес Онлайн. Ну, хорошо, у меня вопрос скорее такого технического характера. Вы сказали, что ваша книга издается также в США. Можете пояснить, каким тиражом она издается в США, каким в России и где лучше идут продажи? Я не знаю. I don't know. Where's the Комсомольская правда rep? I think I don't know how many books were initially printed, and I don't know what the sales rate is. It's not my business. I understand that based upon the reception it's received, that it's being popularly received in Russia. Go ahead. Я, если честно, я даже не знаю, каким тиражом она вышла. Но я знаю, что достаточно много, по крайней мере, вот сейчас я видел, что стопки книг большие на русском языке, везде, где был. In the United States, when the book was published, the publisher didn't believe it was going to be a popular book. Что касается США, когда книга была опубликована, издатели не верили, что книга будет пользоваться большим спросом. I think they only printed 500 copies to start. Я думаю, где-то было около 500 экземпляров сначала.
Those sold out in 2 days, Но они продались за 2 дня. and it took them over a month to print new copies. И примерно, больше месяца заняло печатание новых экземпляров. By the time they printed them, they were already sold. Но как только они их напечатали, они тоже сразу продались. I don't know the final sales numbers, but I think in the United States, this message is starting to catch on. Ну, я не могу сказать точно, сколько экземпляров продано, например, в США, но я чувствую, я знаю, что набирают обороты. Они становятся интересны людям. But to me, the most important thing isn't the sales figures. Но для меня, как вы понимаете, важно не столько продажи. It's the number of people who read the book. Для меня важно, сколько людей прочитают эту книгу. I mean, if they only printed 2 copies, one in English, one in Russian, but I could guarantee that everybody read it, I'd be happy. И меня устроит, если даже официально будет продано только по одному экземпляру, один на русском, другой на английском, но их прочитает очень много людей, меня это очень устроит. But I think the Russians are doing a better job of rolling the book out than my American publisher did. Но я думаю, все-таки, наверное, в России проделано больше работы в этом направлении, поэтому я думаю, что и больше опубликовано на русском. Спасибо. Разрешите, прежде чем задать вопросы еще раз журналистам, засчитывать один вопрос, который пришел в WhatsApp. Господин Риттер, что вы любите больше всего в своей стране и что делает Соединенные Штаты Америки уникальной страной, по вашему мнению? Задает этот вопрос Мария. И говорит вам большое спасибо за вашу храбрость и за то, что вы ставите на кон, чтобы спасти этот мир. Well, Maria, if you're watching, thank you very much for your kind words and your question. Мария, если вы сейчас смотрите нас, большое вам спасибо за вопрос и за вашу благодарность. What do I love most about my country? Что же я больше всего люблю в моей стране? I think I have to reflect on what defines my country. Я думаю, сначала начну с того, что определяет мою страну. America is a great and wonderful nation. Американцы — это великая и замечательная нация. It's populated by great and wonderful people. Америка населена замечательными, прекрасными людьми. But there are diverse people. Но есть люди и похуже. People that live on the East Coast and people live on the West Coast are almost like they're in 2 different countries. Но и люди очень отличаются друг от друга. То есть люди с западного побережья прям-таки совсем другие, если их сравнивать с людьми с восточного побережья. So the question is, what unites this wonderful, diverse, large nation? И вопрос состоит в том, что же объединяет таких разных людей в рамках одной нации. And there's only one thing that unites us. И я думаю, что единственное, что их объединяет, That's the Constitution of the United States of America. это Конституция Соединенных Штатов Америки. That's the one thing we all have in common. Это единственное, что признают все, кто являются гражданами нашей страны. It sets in place the foundation of who we are and what we are as a people collectively. Потому что она устанавливает то, кем мы являемся, какие мы, что мы за народ. Это она. And I take guidance from the initial words of the Constitution. We, the people of the United States of America. И если вы знаете, Конституция начинается со слов «мы, народ Соединенных Штатов Америки». And that's what I love most about the United States of America. Пожалуй, We, the это people. то, что я больше всего люблю в Соединенных Штатах. Мы, народ. As Abraham Lincoln reminded all Americans in his Gettysburg Address in 1863. И это то, о чем все Америки... Abraham Lincoln, American president, Gettysburg Address, 1863. И это то, о чем американский президент Авраам Линкольн напомнил американцам, вернее, сказал американцам: «Мы единый народ» в 1863 году. America is government of the people, by the people, for the people. И Америка управляется людьми, для людей
и вместе с ними. So what I love most about my country is the people. И поэтому то, что я больше всего люблю в моей стране, это ее люди. And the Constitution that unites us. Ну и Конституцию, разумеется. Thank you. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, кто еще вот не задавал вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Арат Назипов, «Реальное время». Я, да, здесь. Скотт, скажите, пожалуйста, вот перед тем, как выпустить свою книгу, вы как-то вот консультировались с американскими там спецслужбами или властями вот насчет книги? То есть не было ли у них опасений, что вы там какие-либо секретные сведения выложите? Thank you for your question. Спасибо за ваш вопрос. As the book makes clear, I was a professional intelligence officer in the United States Marine Corps. Как вы знаете, я профессиональный сотрудник служб, And I'm fully aware of what constitutes secret information. и поэтому я очень хорошо знаю, что составляет секретную информацию, что нет. No classified information was used to write this book. И поэтому в этой книге, конечно, нет ни единого слова, которое представляло бы собой конфиденциальную информацию. Everything that's in this book is unclassified. Все, что в этой книге написано, оно не является секретным. I did rely on archives that nobody has ever seen before. Я опирался на некоторые сведения, которые, возможно, не были известны никогда раньше. But the reason why they weren't seen is that the treaty prohibited people from writing about the treaty so long as the treaty was in force. И, собственно, по этой причине я не написал книгу раньше, потому что в рамках договора, который закончился, было запрещено распространять информацию об этом договоре. Теперь он закончился, и я имею право. But once the United States left the treaty and Russia left the treaty, Ну и поскольку, как уже сказано было, и США, и Россия вышли из этого договора, then these archives could be used. я могу эту информацию публиковать, использовать. But there's nothing secret in this book. I hate to disappoint you. Я не знаю, я надеюсь, или наоборот, мне очень стыдно, но я вас разочарую, но там нет секретной информации. Спасибо. Спасибо. Окей. Татар-информ, один короткий вопрос, пожалуйста. Да, вот вопрос такой, что вот конфликт, который привел к этому договору о разоружении, это не первый и не последний как бы конфликт интересов между Россией, ну или Советским Союзом и США. Как вы считаете, почему за столько десятилетий так и не смогли прийти к консенсусу две сверхдержавы, и какой выход видите сейчас в нынешних напряженных отношениях между странами? I think the thing that differentiates the situation today from the situation that existed back in the 1980s is intent. Я думаю, что то, что отличает теперешнюю ситуацию от той ситуации, которая была в 80-е, 90-е годы прошлого века, это интенция, намерение. There can be no doubt that the United States and the Soviet Union during the Cold War were engaged in an ideological conflict. То есть в тот период, когда происходила холодная война между Соединенными Штатами и СССР, это была именно холодная война, то есть отношения были напряженные. It was a fight between democracy and capitalism and communism and socialism. И это была война формаций. То есть это холодная, но война формаций между капитализмом и демократией и социализмом и коммунистическими устремлениями. But when the Soviet Union collapsed, that competition went away. Но в момент, когда Советский Союз перестал существовать, вот такое противостояние, извините, оно разрушилось тоже. So I think what we're looking at here today isn't a battle of ideology. И то, что мы наблюдаем сейчас, это больше связано с идеологией, не со строем, да, уже не с формацией, а с идеологией. But rather a conflict between one nation, the United States, that wants to sustain its role as the global hegemon.
И мы сейчас оказываемся в противостоянии, ну, по сути, с одной крупной державой, США, которая пытается стать глобальным лидером, and another nation, Russia, that's ruled by a president, Vladimir Putin, whose strong desire is to let Russia stand on its own 2 feet. и России, которая, возглавляемая ее президентом Владимиром Путиным, испытывает сильное желание суметь противопоставить себя вот этой серьезной силе. The United States would like nothing more than Vladimir Putin to transform into Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Вот, то есть США пытаются, возможно, или пытались обращаться в этой сфере так же, как с Борисом Ельциным. I mean, I don't have to tell you what the 1990s were like in Russia. It was horrible. И я могу вам рассказать, на что было похоже вот, отношение к России в 90-е годы. The United States controlled you economically, and we controlled you politically. На самом деле США в те времена пытались контролировать вас и экономически, и политически тоже. Today, you have a president that says, we're not going to let that happen again. Ну и сегодняшний президент считает, утверждает, что этого больше не должно повториться. And that angers us. И это, конечно, нас злит. And so that's the nature of the conflict today. It's not about competing ideologies, it's about survival, the survival of Russia. И сегодня это совсем не то, что была борьба там, идеологий, да, и формаций. Сегодня речь идет о выживании России как державы. Because we don't want a strong Russia. Потому что нам сильная Россия не нужна. We want a weak Russia. Нам нужна слабая Россия. That's the nature of our conflict. В этом состоит природа, характер этого конфликта. Спасибо. Любовь Владимировна, пожалуйста, вы хотели задать вопрос? Телеканал «Эфир», программа «Город», корреспондент Елена Горбунчикова. У меня такой вопрос, точнее сказать, мы же помним прекрасно, кто вышел первым, да, из договора. Я здесь, да. Скотт, все-таки мы знаем, кто вышел из договора первым, и это явно не Россия. И знаем, что, собственно говоря, этот выход и несколько подорвал доверие, да, в взаимоотношениях между двумя великими державами. Сейчас Россия обладает оружием, аналогов которых нет ни у одной страны. А еще у русских есть такая песня, которая так и называется «Хотят ли русские войны?». В данном противостоянии политическом, экономическом, финансовом, естественно, и военном, можете ли дать ответ, все-таки Россия, хотят ли русские войны? Вот в том контексте, что все-таки мы та страна, которая обладает, ядерная держава, обладает тем оружием, которого нет у других стран мира. Спасибо. I don't believe Russia wants a war. Я не думаю, что русские хотят войны. If you study the development of everything that you've talked about, И если вы пытаетесь развиваться вот так, как вы об этом сейчас говорили, the history clearly shows that Russia is reacting to an American provocation. я думаю, что все-таки происходит со стороны России реакция на провокацию со стороны Америки. It was America who withdrew from the anti-ballistic missile treaty. Именно Америка, как вы сами сказали, да, вышла из договора о баллистических ракетах. It was America who tried to surround Russia with anti-missile capabilities. И именно Америка попыталась окружить Россию установками, да, с которых можно стрелять. So what is Russia supposed to do? Let that happen? И чего мы ожидали? Что должна была сделать Россия? Ну, в общем-то, она это и сделала. Or do you develop weapons that can overcome the American missile defense? Конечно, вы начали развивать оружие, которое должно превзойти американское. Let's even take it further. Let's even take it further to the next step. Next one. Ага. И, естественно, стараясь продвинуться дальше.
Let's talk about Ukraine. И поговорим об Украине. If it weren't for Russian nuclear weapons, this war in Ukraine would be a completely different war. И если бы речь бы шла о ядерном вооружении, о ядерном оружии, то все происходило бы совершенно по-другому. Russian nuclear weapons are the only thing to keep the United States and NATO from directly being involved in the Ukraine conflict. На самом деле только российское ядерное вооружение останавливало США от того, чтобы полностью захватить все окрестности вокруг России, в первую очередь в районе Украины. So the logical question is, why would Russia ever want to enter into a disarmament agreement with the United States again? Ну и, в принципе, главный вопрос, конечно, почему бы теперь снова не попытаться России и США заняться вопросом о разоружении. And my answer to that is, because you should want to live. Потому что мой ответ, почему не получается пока этим заняться, потому что вы хотите выжить, вы хотите жить. Because if we both possess nuclear weapons, Потому что если у нас обоих будет ядерное вооружение, and we have no arms control mechanism to control them, у нас не будет возможности контролировать. the situation's only become more dangerous and more dangerous and more dangerous И ситуация начнет становиться все более и более опасной. until eventually somebody makes a mistake. До тех пор, пока кто-нибудь не совершит ошибку. Nuclear war is not a computer game. И ядерная война, как вы все понимаете, это не компьютерная игра. You don't get to hit reset when you die. У нас не получится сделать перезагрузку. When you die, you die, Если мы умрем, то мы умрем. and it's over forever. И игра закончится навсегда. And that's okay for old people like me. Это не так страшно для таких старых людей, как я. I've lived my life. Ну, я прожил большую часть своей жизни. But I have a daughter. I have 2 daughters. Но это страшно для моих дочерей. У меня 2 дочери. And I hope they have families. И я надеюсь, что у них будут семьи. And I hope that you have a family, and I hope your children want to have families. I hope our generations can be passed on. И я надеюсь, что и у вас тоже есть семья, и там у кого-то дети, кто-то еще сами дети, да, и связь поколений и все прочее, что это все должно сохраниться. That's not going to happen if we continue to possess nuclear weapons unconstrained like we are today. И, конечно, если мы продолжим вот то, что сейчас можно назвать гонкой вооружений, то все это не состоится, не будет никакой связи поколений, просто никого не будет. Ronald Reagan talked about 2 aspects to the disarmament formula: trust, but verify. И мы опять возвращаемся к этим 2 аспектам, которые касаются всегда, когда мы говорим о разоружении. Лучше не скажешь, доверяй, но проверяй. Okay, you don't trust us anymore. Вы больше нам не верите. I understand, Я понимаю. but you're going to have to learn. Но нужно попытаться этому научиться. But what you need to focus on is verification. Но, естественно, доверяя, все-таки продолжать проверять. You need to negotiate good treaties, good treaties, Ага. И обсуждать возможности заключения новых таких вот договоров. that have strong verification mechanisms. Но, конечно, включать в них очень сильный механизм проверки. Is it going to be easy? Это, конечно, будет нелегко, No. ни в коем случае. But do we have to do it? Но нам придется это сделать. Yes. Да. Спасибо. Альбина Владимировна. Дополнение. Это был спич посла мира. Well, thank you for the promotion. Спасибо за то, что вы меня сейчас повысили в должности. Агеева «Казанские истории». Я в 99 году была в Америке и убедилась, что свобода слова в этой стране есть. И в одной из редакций мне говорили о том, что именно и журналисты этого издания способствовали тому, что отношения изменились к лучшему. Как вы сегодня оцениваете журналистское сообщество своей страны? Они чему способствуют? Миру
или наоборот, ну, такому разъединению наших народов? Спасибо. Сложный вопрос. You are right to point out that a key aspect of America is freedom of speech. Вы правы абсолютно. Действительно, один из самых главных аспектов американского общества – это свобода слова. It's enshrined in the First Amendment to the Constitution. Это один из первых пунктов, в том числе и в Конституции. And it's not just freedom of speech, it's freedom of the press, И, в частности, еще свобода прессы. which means the press has been empowered, given a great responsibility to hold those whom we elect to higher office accountable for what they do. И пресса, предполагается, имеет право, например, самые высшие чины, да, осуждать громко или, наоборот, хвалить кого-то на самом высоком уровне. И препятствовать им в этом нельзя. The press should be the voice of the people. Это представляет собой голос народа. But today, the press has become the voice of the government. Но сегодня пресса представляет голос не народа, а правительства. And that's not how it works. И это неправильно, так не должно быть, конечно. I have a good friend, some of you may know his name, Seymour Hersh. He's an American investigative journalist. Например, у меня есть друг Симон Хорш, который является журналистом, который проводит расследования в Америке. He made his reputation uncovering the darkest secrets of the American government. У него сложилась репутация человека, который раскрывает самые темные секреты американского правительства, Because that was his job. потому что это была его работа, Because the government can have no secrets from the American people. потому что у правительства не должно быть секретов от американского народа. Especially when those secrets violate the laws, violate our constitutional rights. Особенно если по секрету нарушаются законы или нарушаются какие-то положения Конституции США. But today, Seymour Hersh can't get published anywhere in America. Но я должен сказать, что сегодня Симон Хорш не печатается ни в одном издании в Америке. Because all of the publishing houses don't want to uncover the darkest secrets anymore. Потому что наши издательства, наши печатные органы не хотят больше раскрывать самые темные стороны правительства. They've all aligned themselves with the government. Они стараются действовать в рамках того, чего хочет правительство. Journalism is dead in America, В настоящее время журналистика в Америке умерла. at least in the mainstream. Они следуют просто мейнстриму. I mean, take me, for example. Ну, вот возьмем даже меня самого. I was saying things that my government liked me to say. Когда я говорил то, что нравилось моему правительству, I was on NBC News, CBS News, CNN News, я был на Fox самых News. главных каналах, и меня везде приглашали, я давала интервью. My articles were published in the New York Times, the Washington Post, the LA Times, everywhere. И также все статьи, которые я писал, публиковались в крупнейших издательствах, таких как Нью-Йорк Таймс и другие. And today, I can't get published anywhere. Сегодня я не могу этого сделать. I can be seen on YouTube, И я даже не могу опубликоваться вообще. I can self-publish on Substack. Мне приходится, например, публиковаться за свой счет. Now, some people will say, free speech is alive. При этом некоторые люди говорят, что свобода слова жива. But you can't speak of free speech when there's unfair treatment for people who are doing their job as journalists. Но разве можно говорить о свободе слова, если люди, выполняющие свою работу как журналисты, ограничиваются? Им не позволяют полностью выполнять свою работу. It's not free speech if the government determines whether or not you can get published. И если ты говоришь о чем-то, что не устраивает правительство, ты, скорее всего, не будешь опубликован. So I'm sorry to say that there is no real journalism left alive in America today.
К сожалению, должен сказать, что в настоящее время действительно журналистика мертвая в США. Так, пожалуйста, вы хотели вопрос? И дальше. Да, косвенно затронули тему с Украиной. Сейчас очень много разговоров по поводу контрнаступления украинских войск. Я хотел бы вас поинтересоваться, как у военного эксперта, прежде всего, есть ли потенциал у этого контрнаступления? I don't mean to be facetious. I don't. I don't mean to be facetious or I don't mean to, I'm taking your question seriously. Я очень серьезно отношусь к вашему разговору. Не хотел бы быть, не хотел бы сейчас выступать как любитель. But this phone is my only access to information about Ukraine. Но вот этот телефон – это мой единственный доступ к информации об Украине. You can go through this phone and you won't find a phone number to Vladimir Putin. Ну, то есть поэтому только вот благодаря телефону я могу что-то выяснить или посмотреть, например, что-то о Владимире Путине. Ну, то есть специальной информации нет у него. And you won't find a phone number for Volodymyr Zelensky either. Ну, также и о Владимире Зеленском, да, то есть только вот то, что я могу найти в интернете. And the reason why I present it this way is I'm a hostage to the information that's available. Единственное, что я могу сказать, что я, стараюсь собирать всю доступную информацию. And so any assessments I make are based upon this limited window of data. И вот оценки, которые я делаю, они основаны только вот на этой ограниченной, прямо скажем, информации, которую я могу получить. The people to ask about the Ukrainian counteroffensive is the Russian military, the Russian government. Люди задают вопросы о возможностях контрнаступления, но я думаю, что это лучше знает российское правительство, наверное. They have better information than I do. У них больше информации, чем у меня. The other thing is I've been actually fairly busy for the last several days traveling around Russia. Ну и еще важная информация. Я все-таки был несколько занят, потому что переезжал между городами в России, поэтому чуть-чуть, может быть, не очень в курсе. So I can't even say that I'm familiar with the limited data set that is normally available. Поэтому я бы даже сказал, что сейчас я еще меньше знаю, чем обычно, чем даже вот эта ограниченная информация. I consider myself to be a professional. Я считаю себя профессионалом. And so if I'm going to say something, there should be a reason why I'm saying it. Поэтому прежде чем что-то сказать, я должен, конечно, обосновать то, что я говорю. You asked me one of the most difficult questions there is at the present time about Ukraine. Вопросы были достаточно трудные, которые мне задавали, но я мог на них ответить, потому что я в курсе. На этот пока нет. And I'm just being honest, I'm not in a position to answer that question responsibly. Сейчас, к сожалению, ответственно ответить на этот вопрос я не могу. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Казанские ведомости, Василина Олейник. Если уже мы затронули такую тему, как ограничение некой свободы слова, вы не боитесь, что после путешествия в Россию, визитов сюда могут быть ужесточения по отношению к вам? Потому что я например, знаю, что некоторых европейских журналистов правительство применяет в отношении к ним некие санкции экономические, еще какие-то. Например, Грэм Филлипс из Великобритании получил такие санкции. Ассанж... Am I afraid? Боюсь ли я? No. Нет. Am I worried? Yes. Не боюсь, но обеспокоен, конечно. I Вы mean- спросили, не боитесь ли вы, что на вас, да? You're 100% correct. Speaking out against
the policy of the American government oftentimes results in the powers of the American government to be turned on you. Конечно, вы правы. И попытка говорить что-то против официальной политики американского правительства вызывает воздействие этого самого правительства и всех сил на того, кто это пытается сделать. In America, we have a saying, "This isn't my first rodeo," meaning I've been through this before. Ну, я знал, на что шел. То есть, так скажем, что когда я начал говорить вот обо всем этом, я понимал, к чему идет, поэтому страха нет, есть только беспокойство. When I resigned from my position as a United Nations weapons inspector, Когда я ушел с должности инспектора по вооружениям, a very senior CIA official told me straight to my face, со мной разговаривал чиновник из соответствующих органов, который прямо мне в лицо сказал, that if I speak out against American policy, что если я начну возвышать свой голос против политики американского правительства, the FBI will destroy me and my family. ФБР уничтожит меня и мою семью. And I can tell you they tried very hard to do just that. И, честно говоря, они действительно пытались это сделать. Am I afraid? What more can they do to me? Ну, почему я не испытываю страха? Потому что, ну, что еще хуже они могут со мной сделать? I'm worried they may try it again. Я только беспокоюсь, что они опять начнут. But I was talking to her about our families, about the future of our families. Когда я говорил с вашей коллегой о будущем наших детей, о будущем наших семей, And what sacrifice would you be willing to make for your family? чем бы вы пожертвовали ради своих семей? There's a great American that I pay a lot of attention to named Daniel Ellsberg. Ну, великие американцы жертвовали всем. And Daniel Ellsberg released secret information about the Vietnam War that helped bring an end to that war. И Дэниел Элсбор пожертвовал очень многим для того, чтобы раскрыть секретную информацию во время about the war, About the Vietnam War, yeah. по вьетнамской войне. And the government tried to destroy him. И правительство пыталось его уничтожить. They charged him with treason. Они его приговорили к тюрьме And in America, that carries the death penalty. и даже приговорили к смерти. Death penalty. Ага, к расстрелу. As he was walking up the steps to the courthouse to go on trial, И когда он поднимался в здание суда для того, чтобы участвовать в процессе, a journalist asked him, "Aren't you afraid to go to prison or die for this?" журналисты спросили его: «А вы не боитесь, вот, что вы из-за этого пойдете в тюрьму или вообще будете уничтожены, убиты?» And without hesitation, he said, "Wouldn't you go to prison if you could stop this war?" И он без промедления тут же ответил: «А вы бы не пошли в тюрьму, чтобы остановить эту войну?» So we're talking about the future of our children. И опять говоря о будущем наших детей, What I know is if I don't do what I'm doing right now, nobody else is going to do it. я думаю, что если я не буду делать то, что я делаю сейчас, может быть, никто не сделает, поэтому я буду это делать. And the consequences of me doing nothing are far greater than whatever the government can do to me for trying to stop a war. И я считаю, что последствия моего бездействия будут гораздо страшнее, чем любые последствия, которые я могу получить от правительства за свои действия. So I'm not afraid. Поэтому нет, я не боюсь. И еще один вопрос. У нас в России говорят, что какие-то европейские, американские чиновники, которые становятся бывшими, получая приставку «экс», резко умнеют, становятся, говорят, логичные вещи какие-то выстроенные, которые укладываются в какую-то логику и не агрессивны. They became more logical. They talk about real life. And how many times here in Russia have you heard that you are double agent? Сколько раз вы услышали здесь, в России, о том, что вы двойной агент? Вопрос.
I mean, Joking. in real situation without any trust from us, any trust to USA. Yeah. To be honest, nobody has called me a double agent in seriousness. Если честно, ну, если не считать шуток, то всерьез меня двойным агентом никто не называл. We joke about it all the time. Ну, мы, конечно, все время на эту тему шутим. I mean, as you know, there's no such thing as a former intelligence officer. Особенно если учесть, кем я являюсь, я бывший сотрудник разведки. Once an intelligence officer, always an intelligence officer. Ну и говорят, что не бывает бывших, да, в этой сфере. Бывших разведчиков не бывает. But in all seriousness, the thing that I'm impressed about with the Russian people is the seriousness in which they take the work that I'm trying to do. Но если серьезно, то, что меня очень восхищает в россиянах, это очень серьезное отношение к тому, что я пытаюсь сделать. На этом уровне уже никто не шутит. If there's concern on the part of the Russian people, it's that I'm being too naive. Я слышал от некоторых россиян, что я слишком I'm наивный. listening to you and thinking about that you sound naive, surface naive, a little bit romantic, yeah. Да, слушая вас, я как раз решила, что вы несколько наивный, такой романтичный человек. The problem is, this proves that I'm not. Вот эта книга, она подтверждает, что нет. I'm not talking about theory here. Я говорю не о каких-то фантазиях, не о сказках. I'm talking about reality. Я говорю о реальности в этой книге. And you're not talking to somebody that is a simple academic, and I don't mean to criticize simple academics. И я, когда так говорю, я имею в виду не обычных сотрудников вузов, да, например, ученых и так далее. Ничего против них не имея. I've been to war. Я прям сам был войной, я был на войне. I know war. Я знаю войну. I spent 7 years in Iraq disarming them of weapons of mass destruction. Вы должны понимать, что я 7 лет провел в Ираке, I had как people try to военный. kill me 3 times there. Меня там трижды убивали. Naive? I went to prison for 3 years because of what I believe in. Наивным, ну, я бы не позволил себя назвать, потому что я 3 года в тюрьме провел. There's no naive in this body. То есть наивности в этом теле не осталось. There's a recognition But that I if mean, you words about let's get together, let's discover Russia's souls, let's try to understand each other. Те предложения, которые Скотт Риттер делает по поводу, что давайте подружимся, давайте будем общаться, давайте познаем русскую душу, вот я об этом. well, why don't you come to America with me? And I'll drive you around just my town. Ну, давайте приезжайте в Америку, посмотрим вот как бы все, о чем я рассказываю, еще и на той стране. Узнайте американцев. And we'll count the Ukrainian flags that are flying from every home. We'll count every Ukrainian flag that's flying from every home. Там подсчитываются украинские флаги, то есть которые вывешиваются, прям вот подсчет идет, сколько украинских You флагов know, висит. I have Ukrainian roots. You know? I don't know, Вы знаете, у меня есть украинские корни. but you're missing the point. The American people don't know anything about Ukraine. Просто, понимаете, американцы не имеют никакого представления об Украине. They put the flag up just because makes them feel good. Они вывешивают флаг только потому, что это придает им, ну вот, чувство правильности, да, что они чувствуют себя лучше. Go to a bar in New York and try and order a Moscow Mule. It's the name of a drink. Московский мул. Московский мул. Да, если вы были в Москве, пробовали московский мул. They don't call it that anymore. They call it the Kiev kick. Киев-кик. Kick. Киевский пинок, так можно сказать. Because Да. we can't say Moscow anymore. Понимаете, то есть дошло до того, что мы не можем просто произнести вслух слово «Москва».
Go to the Metropolitan Museum of Art and look at all the former Russian painters that have been named Ukrainian painters. И если вы знаете, в главном музее, да, искусств в Нью-Йорке, Метрополитен, российские полотна, подписанные так, ну, как будто это украинские полотна. And when you talk to the American people and you say, why do you do this? They say, well, the Ukrainians believe in freedom. Мы, когда разговариваем с американцами, спрашиваем, зачем так сделали, они говорят, потому что украинцы, они вот на стороне And the свободы. Russians believe in Putin. Украинцы верят в свободу, а русские верят в Путина. The Russians aren't good people because they believe in Putin. Они плохие, потому что они верят в Путина. So am I really that naive to say that maybe the best way to overcome this ignorance is to talk about who the Russian people are? Ну и вы думаете, я действительно такой наивный, что не понимаю, что пока еще бесполезно этим людям объяснять, каковы русские. If you have a better idea, I'm all ears. Это все, что я пока могу сделать. Если у вас есть идея получше, я готов ее выслушать. Thank you so much. Спасибо большое. Коллеги, я вижу очень большое количество желающих задать вопрос. Моих прекрасных коллег, профессиональных журналистов, добрых друзей. Но, к сожалению, наше время ограничено. Поэтому у меня есть возможность задать вопрос представителям нашего студенческого сообщества, которые находятся, как вот мы говорим, на Камчатке, в самом конце зала. Пожалуйста, от вас один вопрос. Да, спасибо большое. Добрый день всем. Студенческое сообщество. Я представляю... Вы представляете от имени студентов? Да, пожалуйста. Сейчас это Институт международных отношений, Казанский федеральный университет. Пожалуйста, сейчас будут сдавать наши студенты. Это как раз международники. Первый курс. Hello, I'm very happy to meet you, Scott Ritter. And first of all, I would like to say hello. I'm very grateful for the presentation of your book, and I think it's vital for all of us. Большое спасибо за то, что вы прибыли к нам. Я перевожу для тех, кто не знает английский. Чуть погромче, пожалуйста, поближе к микрофону. Большое спасибо за то, что вы представляете здесь свою книгу. Я вам очень за это благодарна. So my question, what is the role of the United Nations in promoting relations between Russia and the United States of America? В чем состоит сейчас роль ООН в продвижении, в улучшении отношений между США и Россией? Well, thank you very much for your question. It's a very important question. Спасибо большое за ваш вопрос. Это очень важный вопрос. Ideally, the United Nations should be a forum where nations can sit down and discuss the pressing matters of the day. Я действительно считаю, что ООН, ну, может быть, не имеет достаточно информации для того, чтобы обсудить полностью всю ситуацию. And this especially applies to the Security Council of the United Nations, of which both the United States and Russia are permanent members. И это особенно относится к Совету Безопасности ООН, в которых и США, и Россия являются одними из выдающихся участников. However, because of the power given to 5 permanent members to veto resolutions, to interfere with the business of the Security Council, Но поскольку власть дана 5 ведущим нациям, да, государствам в ООН, которые принимают решения, the United Nations no longer plays an effective role in promoting peace. по моему мнению, ООН сейчас не является так уж эффективными, настолько эффективными в продвижении мира. Especially if there are events that are occurring that the United States is promoting or the United States is opposed to. The United States wants to control the agenda of the United Nations. Ну и получается так, что Соединенные Штаты хотят, и им это часто удается, контролировать повестку ООН. I mean, just look at the trouble we gave Sergei Lavrov when he tried to fly to New York to chair the Security Council. Вы можете даже посмотреть вот на примере, когда Сергей Лавров должен был лететь, да, выступать в Нью-Йорке, и отменилась поездка. We delayed the issuance of his visa. Ему
Не продлили визу. and we have harassed him at every step of the way. Ну и вообще были препятствия на каждом шагу. Anytime Russia wants to discuss an issue of importance, for instance, the presence of American biological research facilities on Ukrainian soil, И каждый раз, когда Россия пытается вынести какие-то в повестку вопросы, ну вот, например, о присутствии биологических объектов, да, США на территории Украины, the United States prevents this. Соединенные Штаты препятствуют этим вопросам. So the United Nations is no longer a viable vehicle of international diplomacy. Я должен сказать, что в настоящий момент он не является живой, да, организацией, которая действительно может на что-то повлиять вот в этой области. But the good news is Но есть хорошая новость. Russia has reached out and is developing effective relations with other nations around the world outside of the framework of the United Nations. Но хорошая новость состоит в том, что Россия, вот оказавшись в этой ситуации, сумела развить отношения с другими странами вне пределов влияния США. Take the Shanghai Cooperation Organization, for instance, Например, Шанхайская организация сотрудничества or BRICS. или BRICS. The bottom line is, if the American goal was to isolate Russia, to weaken Russia, it's failed. Ну и получается, что вот то желание, о котором я раньше говорил, ослабить Россию, оно не сбылось, не получилось это сделать. Which means if the United Nations doesn't find a way to reinvigorate itself, to stop being an agency that can be exploited or used by the United States, Ну и в целом картина такая, что ООН на настоящий момент не удалось проявить себя как некую силу дипломатическую, находящуюся вне влияния одной страны, США. diplomacy will find another way to be practiced. И дипломатические отношения, ну, если они не сложились с одной страной, значит, они будут складываться с другими странами. And I think Russia is writing the book on that right now. И я думаю, что Россия как раз сейчас пишет вот книгу, историю того, какие отношения можно развить с другими. Thank you. Спасибо. Коллеги, и завершающий вопрос тоже от студентов, пожалуйста, и на этом завершаем. Добрый день. У меня есть один вопрос. Вы, зная ваш богатый опыт службы морской пехоте США, стало интересно мне и моим одногруппникам, какого мнения придерживались солдаты, с которыми вы вместе служили, о российской армии. Может, они боялись российских солдат, может, они чувствовали полное господство, превосходство над российскими солдатами. Вот, было бы интересно узнать от первых уст. Thank you for your question. I assume you're talking about back in the 1980s, not today? Я правильно понимаю, мы говорим сейчас о 90-х годах, когда я служил? Да. Yes. I'm here to tell you right now, there's no better soldier in the world than the United States Marine. Вы должны понимать, что было только одно мнение. Лучше американских морпехов нет никого. And we believe that to the bottom of our heart. Поэтому мы в это верили всей душой, и другого мнения быть не могло. But Но, if you don't take your enemy seriously, you will lose every battle. естественно, если не воспринимать врага всерьез, то проиграешь любую битву. And we took the Soviet military very seriously. И, конечно, мы очень серьезно относились к советской армии. We respected the size of your military. Мы очень уважали ее размеры, We respected the quality of your equipment. очень учитывали качество подготовки и вооружения We respected the professionalism of your officers. и, конечно, профессионализм офицеров. And only an idiot would disrespect the fighting ability of the Soviet soldier after reading the history of the Second World War. И, конечно, только дурак мог бы сомневаться в уровне военной подготовки и вообще в уровне советской армии после того, что произошло на Второй мировой войне. The reason why I trained so hard for 5 years
Именно потому я очень усиленно тренировался 5 лет, is because I knew if I didn't, потому что я знал, если я не буду этого делать, and we went to war against the Soviet Union, и мы окажемся в войне с Советским Союзом, I would probably die. и я умру, вероятно. So we trained hard because we respected the Soviet soldier. Почему мы так готовились, почему мы так тренировались? Потому что мы очень даже уважали And we respected the Soviet army. и армию, и офицеров, и солдат. And I would hope that every American soldier and Marine and sailor and airman who serves today И я думаю, что любой сейчас солдат, морпех, который служит сейчас respects the Russian army in the same way. в США, разумеется, очень уважает российскую армию. Thank you. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, на этом мы завершаем нашу работу. Время нашей встречи, презентации книги встречи завершилось. Спасибо вам большое, мистер Риттер, за вашу любовь к России, за любовь к миру. Мы, безусловно, убеждены, что ваша деятельность, она способствует сближению позиций сторон. Спасибо. Что сделать? Пощупать можно. По поводу семей. По поводу семьи. Две дочери. Один вопрос. Мы недавно праздновали 9 мая, вы сейчас презентации ездите по городам России. В каком городе вы праздновали? И какие впечатления у вас? Их удалось